В эфире программа «Актуальное интервью», в студии Иван Лазаренко. Здравствуйте. В Якутии ежедневно находятся на стационарном лечении порядка 500 детей. Ежегодно проходят лечение не менее 5000 ребятишек. Из них многие находятся на длительном лечении. В такой ситуации детям остро не хватает положительных эмоций. Им необходима эмоциональная поддержка. И не только профессионалов-психологов, но и добровольцев, особенно сверстников. О волонтерском движении участников проекта «Дорогою добра» мы поговорим сегодня. Гости у нас в студии: Наталья Кубарь-Близнец, педагог Дворца детского творчества имени Фаины Иннокентьевны Авдеевой. Наталья Сергеевна, здравствуйте, приветствую вас. Здравствуйте. Всегда очень приятно общаться с волонтерами, потому что все-таки это очень важная миссия, тем более такой проект, как у вас. Давайте поговорим о нем. Расскажите о проекте «Дорогу добра», когда и с чего все началось. Наш проект – это социально-образовательный проект Якутского республиканского общественного движения «Воспитание всем обществом». И началось все, я думаю, что со студенчества, когда такими проектами мы занимались в педагогическом колледже. Нам прививали там активную жизненную позицию, что каждый человек должен быть неравнодушным к тому, что его окружает. И мы, будучи вчерашними школьниками, были шефами одиноких пожилых людей, выезжали к детям-сиротам в детские дома, работали с детками с девиантным поведением. И уже работая позже в школе и в учреждении доп. Образования, я своим ученикам прививала те же принципы. За это время мы накопили большой опыт работы с детьми и взрослыми, которые находятся в сложной жизненной ситуации и которым необходима поддержка общества. Ну, расскажите о целях и задачах, которые вы ставили перед собой, создавая этот проект. Целью проекта является социализация детей, находящихся на длительном лечении в учреждении медицинском, именно педиатрического центра самого большого в нашем городе Якутске, где лечатся детки со всей республики, а именно развитие их творческих способностей, привитие их новых компетенций и путем проведения ярких, незабываемых творческих занятий, игровых программ, театрализованных представлений, где они активно принимают сами участие. Ну и по ходу реализации проекта мы решали такие задачи, как профориентация детей-волонтеров, а также обращали внимание к данной теме досуга детей, находящихся на лечении, и освещение данного проекта в средствах массовой информации. То есть, с одной стороны, и этим детям хорошо? Да, и этим конечно, хорошо. да, обязательно. Насколько я знаю, с этим проектом вы выиграли в конкурсе грантов главы республики. Поздравляю. Спасибо большое. И какие задачи в связи с этим эта победа все-таки помогла решить? Ну вот весной 2023 года мы написали проект, заручились поддержкой партнеров, отправили на конкурс, и среди 411 проектов 74 получили поддержку, в том числе и наш. И эта финансовая поддержка помогла нам приобрести необходимое музыкальное оборудование, игровой реквизит, форму для ребят. Обязательно это были раздаточные материалы для творческих многочисленных наших мастер-классов и занятий и изготовления печатной продукции. Ну, вот вы сказали, что вы заручились поддержкой партнеров. Чуть поподробнее, кто помогает вам в этом благородном деле? Да, у нас партнерами являются Республиканская больница номер 1, Национальный центр медицины имени Михаила Ефимовича Николаева. Они нам предоставили помещение «Солнечный город», там, где мы проводили свои мероприятия в течение холодного времени года. И вот в теплые деньки мы вышли уже на игровую детскую площадку. Дальше Дворец детского творчества имени Фатии Иннокентьевны Авдеевой. На базе него мы готовили детей-волонтеров, а также они нам предоставили автобус. Кроме этого, значит, информационную и консультативную поддержку нам оказывало Министерство по делам молодежи и социального развития. Да. И вот СТВ радио нам дало свой эфир. Ваша программа пригласила. Спасибо большое. Всегда рады. Ну вот, давайте непосредственно к процессу. Как вы готовитесь к выездам волонтеров, как готовите программы, на что ориентируетесь в написании каких-то сценариев? Ну, изначально была написана образовательная программа, учли, конечно, возраст детей-волонтеров и целевой нашей группы.
на которую направлен проект, календарные праздники все в план мероприятий, конечно. Но готовимся мы обязательно, репетиции у нас проходят. Если это игровая программа или театрализованное представление, мы везем, то это репетиции. А если это мастерские, творческие, то это подготовка очень большая, на самом деле подготовка раздаточного материала, потому что после этих мастерских дети своими руками что-то изготовляют и с собой забирают это все. Ну, давайте непосредственно о волонтеров. Как вы привлекаете ребят в свой проект? Сколько сейчас у вас волонтеров задействовано и их, может быть, средний возраст? В нашем отряде, ну, вот, получается, руководителем являюсь я и 31 ребенок. Это постоянный состав отряда волонтерского. Самому маленькому у нас 9 лет. И есть, да, и есть студенты, которым по 19 лет. Это вот мои выпускники, которые захотели продолжать социальную полезную деятельность в нашей команде. Ну, а вот как попасть в этот волонтерский отряд? Проводится какой-то специальный отбор или любой желающий может прийти и сказать: я хочу с вами? Да, абсолютно любой желающий может найти нас, и после подготовки, естественно, он себя может попробовать в роли ребенка-волонтера. А где найти, куда обратиться? Какой-то штаб существует, кабинет, стул, компьютер? Да, куда мы идти? базируемся во Дворце детского творчества. Там любой администратор подскажет, как найти меня, руководителя, или ребята еще приводят своих друзей. Это чаще всего происходит, что дети сами находят друг друга, вот именно рассказывая о своей деятельности, делясь опытом, который они сами получили. Вот, кстати говоря, об опыте, давайте я задам вам следующий вопрос, потому что с ребятами, которые на лечении находятся, понятно, они рады там любому яркому событию в этой скучной больничной жизни. Сами ребята-волонтеры какую обратную связь доносят до вас, что они получили, какой опыт, пригодился ли он им, может быть, уже где-то в жизни или пригодится потом. Может быть, кто-то, побывав волонтерами, решит поступить в какое-нибудь педагогическое учреждение. То есть вот именно от волонтеров какая обратная связь? Ну вот, глядя на ребят, я вижу, как меняется их самооценка. Они, во-первых, становятся очень уверенные в себе, да, и потом, делясь своими впечатлениями, да, они говорят о том, что они очень довольны собой и деятельностью, которую они ведут, потому что они чувствуют свою значимость. Еще это, конечно, профориентация для них, да, и вот получая обратную связь в виде отзывов и откровений, которые те детки могут моим волонтерам, да, как это часто проходит, да, передать, то происходит их духовный рост. Вот. Это очень важно. И потом они же этим очень гордятся и делятся со своими друзьями. В школе они очень ведут активную жизнь, да, такую, и в самоуправлении школьном участвуют, поэтому они там замечены и учителями, и сверстниками. Ну, то есть это такая, скажем так, потихонечку прокачивание лидерских, в том числе, качеств. Обязательно, да, конечно, это им очень пригождается. И вот вы сказали, кто у нас по выпускникам, как это им пригодилось. Да, у нас, вот я сказала, студенты есть, у нас есть ребенок, который поступил в медицинский колледж, и это как раз-таки связано с тем, что человек наблюдал, да, как детки вот в болезни себя проявляют, как им необходима помощь. То есть еще одно направление, которое реализуется с помощью этого проекта. Ну, скажите, проект действительно суперский, отличный. Побольше бы таких проектов и в республике, и по всей стране. Но, тем не менее, глядя на вас, я понимаю, что человек вы, который не собирается останавливаться на достигнутом. Поделитесь, пожалуйста, может быть, есть какие-то планы на будущее, может быть, еще какие-то проекты сейчас обдумываются. Ну, в планах продолжать данную деятельность, и хотелось бы нам расширить круг медицинских учреждений, где нас примут, где мы сможем проводить свои мероприятия, потому что вот довериться деткам, да, это у некоторых взрослых вопросы такие могут появиться, да, что дети, дети ведь очень большая сила, они гораздо больше могут, чем кажется, главное их правильно направить. Ну, я думаю, что после нашей программы те медицинские учреждения, которые еще пока с сомнением относятся к подобным вещам, они с удовольствием на вас выйдут и начнут приглашать вас. И в связи с этим, может быть, расширится, если круг лечебных учреждений, куда вы будете выезжать, то
может быть в планах увеличения вот этого волонтерского отряда? Да, конечно, мы будем только рады, если к нам присоединятся ребята желающие и появятся новые учреждения, которые будут нас рады принять. Ну, вот вы сказали, что ребята меняются, ну, после участия в волонтерском Да. проекте, во время участия в волонтерском проекте. Но изначально большинство детей приходят какие? То есть они приходят, ну, может быть, какие-то непоседы, может быть, какие-то хулиганы даже, я не знаю. Какие? Вот в сыром виде какие они? Ну, на самом деле всякие разные приходят, и бывают тихие ребята, которые замкнутые, которые, наоборот, хотят расширить круг друзей, знакомых, да. А есть очень лидеры, активные ребятки, да. Разные ребята приходят, но я хочу сказать, что вот становясь вместе в одной команде, у них уже цель появляется одна, да, помогать по своим силам. Хотя они еще дети, они могут посильную помощь оказать, и они это видят. Они уже понимают, что я, вот хоть я и ребенок, я значим для кого-то. Это важно, то, что я делаю. Но еще ребенок, он всегда остается ребенком. И вот приезжая, некоторые даже забываются, что они приехали сюда работать. И они вот в непосредственном таком общении общаются. Это очень естественно происходит, потому что детям всегда друг с другом найти общий язык легче, чем ребенок с любым взрослым, тем же педагогом или врачом. Ну, не на пустом месте родилась однажды фраза, что смех — лучшее лекарство. Да. Есть ли от врачей какая-то обратная связь, что после вот таких ваших визитов волонтерских маленькие пациенты начинают как-то быстрее идти на поправку, что ли, или ну, просто лучше себя чувствовать? Да, нам постоянно вот отзывы и от педагогического корпуса медицинского центра, и от медицинского персонала мы получаем такие отзывы о том, что вот дети были вялые, какие-то без особого желания, да, а это тоже их психологическое такое состояние влияет на физическое здоровье. То вот вы приехали, и прям ребенок ожил, расцвел, глаза заблестели. Спасибо вам большое. Ну, всегда приятно получать такие отзывы. Это нас вдохновляет на дальнейшую деятельность. Ну что ж, Наталья Сергеевна, огромное спасибо вам за такую беседу. Желаю вам, безусловно, только успехов в вашей деятельности. Спасибо большое вам. Это была программа актуального интервью. В студии работал Иван Лазаренко. До встречи в эфире.